а вообще есть ли какой-то финансовый вред или какие-то признаки того, что компания дивиденды не выплатит. Разберем отчет по МСФО за первое полугодие 2025 года, который вышел буквально пару недель назад. По итогам работы в первом полугодии 2025 года чистая прибыль Сбера выросла на 5,3% относительно первого полугодия 2024 года и составила каких-то копеечные 859 миллиардов рублей. Рентабельность капитала достигла 23,7%, а для крупного банка, на секундочку, это очень много. Тут мы вспоминаем МТС-банк, который торгуется на бирже с рентабельностью капитала ниже 15%. Вспоминаем ВТБ с рентабельностью около 20%. Банк Санкт-Петербург не вспоминаем, у них все круто. И это банк тоже, у них все еще круче. Но все равно это очень высокая рентабельность для такого крупного банка, и Сбер в этом плане красавчик. Подписывайся на мой телеграм-канал по ссылке в описании канала. Там я ежедневно делюсь тем, что происходит на фондовом рынке и показываю, куда инвестирую сам.